Я ему на камеру сказала, мы вам ничего не должны давать. Как это так? Повний суд она сказала. Я просто можно назвать это акт глумлением и хамской акцией, хамским актом подчинения до представников. Ну, также я, допустим, я попросил в письменном виде, что прошу документально подтвердить, что по телефонному звонку, совершенному вашими работниками, ваши работники убедились, что с ними разговаривали именно вызываемые абоненты, то есть не какой-то там непонятный человек, и что именно по этому номеру прописан тот человек, которого они спрашивают. Ну вот будем ждать ответ, посмотрим, чем это все закончится, посмотрим, как на это будет реагировать Лидия Михайловна Ермошина. Поборник правды, так называемый в кавычках. На что вы сподіваєтеся, на яку оцінку сподіваєтеся, отримати отказ? В суд будем обращаться в любом случае, потому что без этого никак. Это обращение, как предыдущий оратор сказал, что действительно нужно просто для того, чтобы в суде подтвердить свои обоснованные претензии. А то, что ответ будет очень немногозначный со стороны Лидии Михайловны Ермошиной Центральной избирательной комиссии, я в этом уверен на 100%. То, что придется обращаться в суд, и там суд все-таки попытается что-то рассматривать, я тоже знаю, что так будет. Но результат, судя по тому, что уже заряженная Центральная избирательная комиссия на противодействие нам, результат будет, скорее всего, не очень утешительным. Но надежда есть всегда. Мы будем поднимать свой голос и свой флаг все выше и выше. Я думаю, что мы все-таки добьемся справедливых выборов и добьемся, чтобы выборы были без Лукашенко. Потому что с ним выборов никаких. Дякую велике, поспіху вам. Спасибо. Дякую велике. Успіхів. Насамрэч, вынік гэтай акцыі так можна падсумаваць, што надзею спрабуюць легальна і всімі пакуль дазволенымі метадамі. Пані Марина тримає гэта у вас антисептик, так. І кожен, хто жадає. Кожного таракана може. Так. Кожного таракана потап. Надо... Змітер, а можна мені тепер у вас взяти приватний інтерв'ю? Ну, як вам подобається весь этот цирк? Что мы его чакали? Вот у нас есть такое здание, там написано «Белорусский державный цирк». Так вот, я хочу сказать, надо его перевешивать надпись вот сюда. «Белорусский державный цирк» зараз відбувається вот здесь, а не там. А вы не думаете, что мы таким чином можем мавпочек образить, потому что, ну... Нет, так это никому не обращается, это процесс именно. То есть выборов нет, есть цирк. Так, потому что это какая-то просто дешевая профанация. Просто сказала Ермошина прямо, что, знаете, как бы намекая, что ну что вы хотите, ну какая разница, ну зарегистрировала вашего кандидата, нет, по закону, не по закону. Ну вы же знаете, кто будет президентом. Ну что вы суетите, сидите просто и все. Ну вам не повезло сегодня. Все дела. Ну, я погоджуюсь. Олег, это сегодня... Давайте пройдем на остановку. Давайте. На остановку где сотка останавливается. Там на той стороне где-то. Войдем там, где столица, вот, все. Давайте. Так что мне надо выбрать. Ну, я заодно проведу шерега кота. Да, потому что для меня это риск. Так, вельми небезпечне Да, зараз. І... Вчера ходил, думал, мало ли что как. Ну, насправді я рада, що все добре. Ці чіпляються зараз до вас? Ну, как сказать, я просто, знаете, я не приходил в милицию, не говорил, ребята, у вас есть что-нибудь там, как? Не, ну, я там нет, ну, пока, видите, вчера пришел, вышел. Сегодня пока не знаю. Надеюсь, что тоже. Свежих внимание, Не, ну, включайте как за собой. сказать, когда выходил из дома, не видно было там. То есть я тут, я думаю, что больше там есть. Там провоцировали, то есть писали в часе рошанском, типа, намекают, давай, там, приезжай, мол, вот ты бросил нас там, ты не освещаешь и прочее, давай там, как бы провоцируя, чтобы меня выманить туда. Ну, я на это не ведусь. То есть, я так понимаю, там, по крайней мере, местные, да, ищут, потому что у меня еще штраф есть отсюда. За ноябрьский аж, 16. Когда мы вот сюда приходили с плакатами, с так, флаерами, я пам'ятаю. король голый. Так, вот. так. Вот за это еще там 841 рубль штраф. 841 Да, рубль, это поэтому 400 долларов. Цепляются там, говорят, там, это что-то на исполнителя, что-то вопросы там есть. Я просто дома очень редко бываю, я приезжаю туда, там, ну, тому що у нас справи інші є, і не важливі зараз. Да, потому что там такой город, что, ну, как сказать, знаешь, как мухоловка, вот, захлопнется и все, если ты туда пойдешь, то потом не выйдешь отсюда. Тут можно что-то где-то затеряться, тут знакомые какие-то есть, все. Там, да, тоже, ну, там сложнее, маленький город, там сложнее, как бы, ну, ориентироваться в этом деле. Поэтому пока нахожусь здесь, тут вся сила, как бы, да, тут люди
люди все, можно интервью взять там, все. А там скучно. Приезжаешь туда, там тоже много работы. Но пока, знаете, сейчас такая ситуация, что, к сожалению, пока вот так. Понимаете, и те вот те, кто писал мне, что типа вот ты там кинул, что, ну, ребята, какая вам польза от меня, сидящего где-то там в ВВС Аршанском? То есть я приеду, меня там возьмут и все. Ну так. Я б ще пропонувала звернутися знову ж таки до тих, хто зараз спробує дискредитувати опозицію. Вельми багато убросів, вельми багато фейків з'являється. Ви бачите їх кожен день у сітках. Просто масово спробують розвести у різні боки опозицію. Що ми з свого боку можемо зробити, щоб припинити ось цей тиск на наших опозиціонерів, яких зараз треба просто обороняти, тому що вони поміж собою не сперечаються, сперечки йдуть зовнішні. Ну смотри, тут на самом деле универсального решения нет, и наоборот, я бы сказал, что сейчас, да, тролли пытаются и провокаторы, и разные агенты, может, что-то провоцировать, но в основном я вижу просто комментарии в чате, но это несерьезно. Наоборот, сейчас все кандидаты, если вот вначале были праймерис, там кто-то сказал, мы не верим, мы там за бойкот, кто-то сказал, мы пойдем на праймерис, кто-то сказал еще что-то, все разными путями шли. Теперь все пришли к тому, что будут работать сейчас праймерис все развалились. Уже и Статкевича сейчас не регистрирует большинство кандидатов. Скорее всего, тоже будет без регистрации, то есть протест такой, как у северинца. Уже если Тихановского не зарегистрируют, будет та же самая ерунда. То есть всех, наоборот, всех объединяют. Лукашенко просто боится, понимаете, когда вот он чувствует силу, он допускает регистрироваться всех кого угодно. И жука, и жабу. А сейчас он настолько боится, что он просто даже как бы людей, которые считаются политическими маргиналами, даже он уже их не может записывать. Спасибо. То есть это насколько он чувствует слабость. Как сейчас говорят, что вот даже эта скамейка, которая вот там впереди, может стать вот палка вот эта вот может стать, эта вот скамейка может стать президентом гораздо легче, чем Лукашенко. То есть у нее рейтинг в разы выше. Вот так звичайно. Ми зараз... Мы спокойно ушли, я смотрю. Нету там никого. Нема. Ну, Под полочком, где ему быть? Не, ну просто, почему нас? Что? Почему не составлено ткани? Ну, потому что это Круткин, блин, Ну, он, да, во-первых, понятно, может он потеряться и так в трех уже. соснах. Во-вторых, он действительно, понимаешь, Круткин. ми зараз проходимо, ось такой у нас є ланцюжок, несколько людей, как провести. Я приватно провожу Дмитра до остановки, как он добрався, я була упевнена, що з ним все добре. Ну, вон остановка, так, ми зараз на її пройдемо. Надо зайти на переход через, или поверху, или по низу, как пройти. Спуститься, пройти. А тут же ж є. Вот здесь, давай. Пройдемо зараз. Ой, Вот, пробачте. знаешь, что я даже про эту пресс-конференцию узнал буквально только там за часа, может быть, 3. Ну так. 3 часа, я где-то в 3:30 узнал, что будет пресс-конференция. Ольга Николаевна мне прислала Так. в Фейсбуке сообщение. Я такой сидел, думаю, идти. Вчера сходил, то все, может, ну мало ли что. Ну, мені Важно здається, ли? зараз треба бути у центрі подій, тому що може відбутися що завгодно, тому И я тут... не ошибся, потому что оказалось, что есть интрига. То есть я думал, что придем по факту уже Тихановский, все, там все, просто придем, а Николай скажет 3 слова, какой-то план, и все. Оказалось, что видите как, Тихановский-то еще не все, и мы получили сенсационную информацию, что все еще нормально. Сергей еще не выпал из борьбы. Так, у центрі подій, я кажу, не всіх блогерів, я щоб пересажали, засталися, некоторые не блогеры. Я сидел горячую фазу после Никиты, мне удалось тогда уйти, тоже приказ не дали, если бы надо было, дали бы приказ взять. Ну, Типа да. не следили, вот тогда они следили. Вот, до метро, пока сел в метро, меня проводили, поехал, все. Потом затихарился и неделю где-то почти не выходил. Я не ездил ни в Бабуйск, ни в Гомель не поехал, потому что мне все посоветовали не вылезай пока, потому что тебя посадят, нифига ты надо так. Ну так. Понимаешь, меня, понимаете, в отличие от Сергея, даже мне не 15, у меня еще 3 месяца. То есть если я сейчас сяду, даже без новых протоколов, я выйду по всему миру. Так. Тому бережемо, обороняємо і ховаємо. В Беларуси, да, не нужны мертвые блогеры и сидящие тут. Мені здається, тут увогулі креативні, ініціативні, розумні люди, вони просто не цікаві. Тому ми і виходимо, тому що
бути просто некой серой массой і робити те, що тобі кажуть, це не цікаво. Тому що є своє приватне міркування, і ти пропонуєш нечто інше, а тебе за це кидають за крати і ну, просто здекуються. Белорусский народ сейчас как раз один, любой кандидат, даже там какой-то, хоть который будет только не за Лукашенко топить, он уже опасен. Он боится пропутинских кандидатов, он боится прозападных кандидатов, он боится вообще всех кого угодно. Я говорю, вот любая скамейка, любой стол может стать президентом сейчас гораздо легче, потому что мы знаем, что реальный рейтинг президента был у этого диктатора нашего, да, узурпатора, оговорился. Он был где-то процентов 10-15 до коронавируса зимой. Теперь после его вот этих действий, да, которые возмутили народ, подняли новые пласты протеста, например, врачи. Врачи раньше были достаточно благонадежны всегда, Так. почти как учителя. Теперь Лояльные у них до просто системы. ненависть. Так что теперь люди, которые остались без работы, они во многом не из-за Лукашенко пострадали, просто закрыли границы, но они просто, у них нет денег на еду, начинают кончаться деньги. Вот те, кто ездил на заработки в Польшу, там, в Литву и так далее, нам туда, наверное. Ну так, все, щиро дякую. До побачення. Без стрима, просто персонально. Я у стрімі. Я, мабуть, по телефону у Телеграм напишу. Не знаю, когда напишут, это где-то напишут, сообщат. До побачення. Я ще розмовляємо з щирим котом. Ой, пробачте, я тут тримаю телефон, мені не вельми зручно. Я не взяла селфі-палку, тому що я не планувала сьогодні тут бути. Я не буду. А, они пойдут, будет просто... Ми на проспекті Незалежності зараз. Просто они все вот так. А ми продовжуємо нашу таку... В Фейсбуке стримите? Фейсбук, тому що нема підписчиків Понятно. 1000 ще, тому я ж не блогер. Я дівчина. Почему? У тебя же там канал уже развивается. Смотрю, Ну, сейчас потрошку, рулетка, все дела. потрошку. Поглядываю иногда бывает. Да. Потрошку, Заказываю ну посмотреть. не особливо. Ну тут треба ж розуміти, і працюю, і свої такі приватні, хатні є проблеми Да, в да, да. питанні, тому Безусловно. ну, Настоящий блогер должен быть увольным. Он ни хера не должен делать блогерство, иначе у него просто не будет времени на блогерство. так, тому я кажу, я не блогер, я такий ютубер, у мене є час, я займаюся, знімаю часу. Другое дело я. Меня финансирует рептилоид из планеты Нибиру. Так. Я могу позволить себе... А, до речі, Рептилоиды мне присылают космическое питание в субботу специально. так, мені сьогодні така новина. Гостеп США. Мене так само фінансують наші сябри, тому що ми сьогодні накерували більше за $200 в Україну на підтримку сімей, у яких загинули батьки. А у нас є проекти. І тому сябри, підтримуємо блогерів, підтримуємо наші сім'ї. Я вельми щиро вам дякую за те, що ви робите. Ну і я сподіваюся, що ми з цим хлопцем все ж таки до виборів дійдемо і поглядимо, чим воно скінчиться. Виборів нема. І зараз ми робимо все для того, щоб вони тут з'явилися. Нарешті були конституційні, ті, які заслуговують білоруси. Вот так вот. И нет ничего. Так и пришло. Ну, ось він блогер, я ні. Главное это конспирация. Я навіть не готувалася, я ні селфі не взяла, ні пару, ні пауербанк, нічого з собою А я с нема. собой тоже, я думал, что стрим будет короткий, поэтому специально не брал ни рюкзак, ни пауэрбанк. Думаю, фотографии зачем? Вчера уже были качественные фото, очень много. Я думаю, что сегодня примерно та же погода, примерно те же люди, та же одежда. Ну Ничего так. страшного. Если что, можно запостить вчерашние фотки с заголовок. Их очень много. А Поэтому сегодня хитрый. не стал брать. До речі, кот. Что? Я кажу, кот хитрий і блукає. Потому что я, во-первых, я сюда пришел пешком через полминска. Я шел, наверное, часа полтора или два. А це як не заходить. Чтобы заходить в переходы. Я думал в автобус сначала, но потом получилось бы слишком быстро. Я його буду вчитися, я потім попрошу, щоб я мені методичні такі. С тех пор, как Специально. меня остановили, понимаете, по неопытности, 8 ноября я не попал на митинг нефта, с тех пор я принял меры по конспирации. И мне удавалось попадать и 15 и 16 ноября, и 7 и 8 декабря, 20 и 21, а 29 я уже не собирался участвовать, я поехал домой, потом 25 вечера, меня задержали. Но с тех пор, как 8 меня остановили, я понял для себя определенные уроки, и меня больше с тех пор до митингов не задерживали. Только после анально карали за сделанные поступки.
Но мы учимся на своих помылках. Да, пока что все работает. Вот с тех пор, как я принял определенные меры, с тех пор меня до митингов не задерживали. Мне удавалось попадать на все митинги, на которые я хотел, в том плане, что куда я собирался идти. Куда я не шел по соображениям безопасности. Например, 19 декабря я не шел на митинг в поддержку политзаключенных, где были Дмитрий Полиенко и Николай Ставкевич. Потому что мне говорили, что, скорее всего, 20-го я туда не дойду. Меня выслеживали, говорят, что там от моего имени какие-то сообщения рассылали, писали какие-то слухи о том, что я пропал, что какой-то планшет украли непонятное. То есть пытались найти и не допустить туда. Но я законспирировался, и просто в намеченное время я вывалился из маршрутки на Октябрьскую площадь, и все, и я там появился. А где я был до этого, никто вообще Ніхто не ведає, У меня был насправді ми выключен не ведаємо. телефон, и я прятался, и никто... Але ну, ён заставляє нас просто вельми хвилюватися, тому що ми насправді не ведаємо, що з ним, де він. Я сам волнуюсь, понимаете? Вопрос в том, что тут, если ты включишь телефон, то ты автоматически себя подставишь. Это если тебя уже расшифровали, уже известно, где и что, то да. А Все, пока нет. я пропоную, сябри, ми будемо зараз казати до побачення. Я жадаю Тут вам. больше нечего ловить, едем в Европу, уезжаем. Так, Гранты больше не дают. гроші Всем закінчились. пока, мы валим в Европу. Я пойду шукати собі рептилоїдів. Я вже ж знайшов. Щиро дякую, сябра. Побачимося обов'язково. І нехай щастить. Я вельми сподіваюся зустрітися на наших виборах справжніх, наших білоруських, де опозиція буде рулити. Все, щиро дякую, сябри. До зустрічі.